1 августа в России начнет действовать закон о внедрении цифрового рубля. Он станет третьей формой национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Единым оператором будет Центробанк. Цифровым рублем можно будет пользоваться с помощью привычных приложений любого банка. В широкое обращение цифровой рубль вступит в 2027 году. До этого его будут тестировать кредитные организации и юрлица. В августе ожидается ежегодный перерасчет выплат работающим пенсионерам. В отличие от индексации, эта процедура распространяется на тех, кто пока не вышел на отдых и работает, копит стаж и пенсионные баллы. Для каждого человека размер пенсии будет зависеть от суммы отчислений в социальный фонд и года оформления пенсии. Также с 1 августа увеличатся выплаты еще для двух категорий пенсионеров, достигших 80 лет, и тех, кто перешел в статус неработающих. С августа в стране повышается утилизационный сбор на легковые, коммерческие и грузовые автомобили и автобусы. Индексация коснется как новых видов техники, так и машин с пробегом, ввозимых в Россию для перепродажи. Исключение для транспортных средств личного пользования, у которых объем двигателя не превышает 3 литров. Для Санкт-Петербурга курортный сбор. Теперь тем, кто планирует отдохнуть в городе на Неве, остановившись в гостинице дольше, чем на сутки, придется дополнительно платить 100 рублей в день. Новшество будет действовать в тестовом режиме до конца 2024 года. Иностранцам станет легче въехать в Россию. С 1 августа они смогут получить единую электронную визу, действующую на всей территории страны. Она даст право на однократный въезд в страну в качестве туриста, в деловых целях, а также для участия в научных, культурных, спортивных и других мероприятиях. Срок действия визы не более 16 суток со дня прибытия в Россию. В августе завершается зачисление в российские высшие учебные заведения. Сдать оригинал документов или выставить отметки об их предоставлении на сайте госуслуги можно до 3 августа при поступлении по общему конкурсу. Уже с 4 по 9 августа выйдут приказы о зачислении. Дополнительный набор по программам бакалавриата и специалитета завершится не позднее 29 августа. 8 августа завершится прием заявок от IT-специалистов на отсрочку во время предстоящего осеннего призыва в армию. Готовые списки с подтвержденными данными работодателям необходимо направить в Минцифры России. Министерство до конца месяца передаст их в Минобороны. Решения по предоставлению отсрочки будут принимать призывные комиссии с 1 октября по 31 декабря. Дмитрий Аринин, ТНВ, Казань.